Здравствуйте! Мы с вами продолжаем работать над нашей моделью, которую мы начали уже на прошлых уроках. У нас с вами уже есть монитор, рабочее место, клавиатура, мышка и даже есть у нас настольный пенал. Сегодня мы дополним, чтобы наше рабочее место выглядело более правдоподобно, реалистично. Мы с вами еще добавим, конечно же, стул, да, то есть мы сейчас с вами быстренько замоделим небольшую модель стула. Вы уже, наверное, прекрасно знаете, как его сделать быстрее всего, что мы можем использовать для того, чтобы замоделить стул. Итак, мы делаем сначала основание нашего стула. Конечно, можно было бы сделать компьютерный стул, чтобы он у нас имел колесико и так далее, но так как эта модель гораздо сложнее и займет у нас гораздо больше времени, давайте мы попрактикуемся на простой модели стула, чтобы потом мы смогли работать с текстурами на этой модели, так как у нас будет деревянный стул. Итак, стул мы делаем простым образом. Мы можем сделать это с помощью разрезов, отметить разрезы здесь и два разреза с этой стороны. Тоже делаем scale по Y, вытягиваем и образуем квадраты с каждой стороны бока нашего стула. И теперь, наметив места, где мы с вами сможем вытянуть плоскость, мы выделяем их снизу. Далее экструдом вытягиваем ножки стула. Обязательно смотрим боковой вид. Пока что мы не акцентируем внимание на масштабы, то есть мы можем потом подогнать размер под наш стул. Вообще лучше перейти в локальный вид, чтобы видеть нашу модель, только ее, сосредоточиться на моделинге именно нашего стула. Здесь мы можем применить следующее. То есть стул, мы знаем, у него всегда бывает такая вот спинка стула. Что делать в таком случае, когда у нас есть вот разрезы, намечаем, и мы будем сейчас работать с Grep-Z, поднимаем, будем работать с вот этой частью. Мы уже проходили это на предыдущих уроках, как соединять между собой вот эту и вот эту. Это мы можем сделать с помощью меню Ctrl-E и Bridge Edge Loops. У нас получается loop означает мост, да, то есть кольцевое соединение плоскостей. Обязательно надо, чтобы количество вертексов, которые соединяются между собой, они совпадали друг с другом. Вот таким образом у нас есть уже моделька стула. Теперь мы работаем непосредственно с масштабом стула, ставим его так. У нас есть стульчик, и на самом деле для реалистичности наших объектов хорошо их поставить на плоскость. Мы добавляем плоскость посередине, скелим его и смотрим, чтобы наши все объекты были на плоскости. Можем plane пока что временно спрятать. И теперь двигаем объекты так, чтобы они стояли на плоскости. Grep-Z двигаем, ставим наши объекты и возвращаем plane с помощью глазика в меню Outline. То есть здесь есть такое меню, в котором мы видим все наши объекты, которые есть в сцене. Вот, у нас есть плоскость, стул и объекты. Кроме того, мы можем еще замоделить на рабочем месте еще несколько других моделей, которые потом нам понадобятся. Одна из таких моделей очень простых, но на котором мы сможем применить наше умение текстуры. Мы возьмем куб и сделаем из него фоторамочку. Фоторамочка у нас будет стоять на столе. И если мы сделаем
его немножко вытянутой формы, то фоторамочка у нас уже почти что готова. Но остается нам лишь сделать подставочку сзади. Мы это можем сделать, добавив туда новый объект. Либо мы можем, конечно, вытянуть с помощью разрезов объект. Но давайте мы сделаем это из другого куба. Поставим таким образом, чтобы у нас был такой тонкий. Работаем с несколькими видами камер и расставляем так, как нужно. Вид сбоку, вид с другого боку и update. Все. У нас есть объект, наша фоторамка. Единственное, что надо сделать, это замоделить внутренний фейс и его немножечко экструдом подвинуть внутрь. У нас есть рамка. Rotate по Z мы поворачиваем, чтобы он стоял естественно. Мы ставим его вот так. И кроме того, наверное, надо его наклонить. Мы включаем вот здесь, кстати, можно вот так повернуть. И так, global, local, локальный вид. Немножечко прокинуть его назад, как бывает обычно в объектах в реальной жизни. Немножко поворачиваем. Вот эти вспомогательные оси, они очень удобные. Удобно их применять. Наверное, может, на следующем уроке, на следующих уроках поговорим про то, как использовать вот эти управляющие. Все, у нас есть фоторамка, которая стоит на столе, и есть стол. Все, на этом сегодня у нас идет завершение уже нашего моделинга рабочего места. И на следующем уроке мы с вами займемся текстурами. Начнем новую тему.